10 важных вопросов от наших телезрителей. Мы продолжаем рубрику. И сегодня на ваши вопросы, дорогие друзья, будет отвечать начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Дагмара Исакова. И как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о туризме. А точнее, мы будем отвечать на ваши вопросы. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И я, Зурушев, моя фамилия. Зовут меня Ломали. Маршал, Да, маршал. готовы? Конечно. Начнем. Обязательно. 10 вопросов для вас от наших телезрителей. Очень интересно. Начинаем. Первый вопрос, Дагмар. И звучит он вот так. В чем самая сильная сторона чеченского туризма? Какие виды туризма есть в Чеченской Республике? Какие преимущества есть у отдыха в Чеченской Республике? 3 основные причины посетить Чеченскую Республику. Вот так вот заканчивается первый вопрос. Прошу. Очень хороший вопрос. Вообще, если говорить о том, какое направление в туризме развивается в нашей республике, я могу сказать о том, что, наверное, ввиду особенностей нашего рельефа и особенностей географии у нас нет единственного направления – это круизный туризм. Все остальные направления в туризме, но раз уж я поняла, нужно выводить какие-то топы, конечно, у нас во главе всегда стоит культурно-познавательный туризм, потому что интерес к республике очень велик, поскольку люди стремятся узнать побольше культуру народа, хотят понять, что из себя представляют в принципе чеченцы, побольше узнать про обычаи, традиции, нравы и, безусловно, самобытность в принципе нашего региона. И, конечно, не стоит сбрасывать со счетов уникальность ландшафта, природы. Безусловно, к этому добавляется и тот факт, что республика в плане социально-экономического развития сделала огромный бросок вперед, поскольку мы понимаем, что в нашей республике в течение года открывается огромное количество объектов, которые по своим масштабам хотя бы гремят далеко за пределами Чеченской Республики. И, безусловно, такой интерес, он возрастает с каждым днем. Особую роль в такой статистике мы для себя отводим, это именно те потоки, та статистика людей, которые приезжают в республику именно потому, что они абсолютно солидарны и являются, скажем так, поклонниками нашего уважаемого главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, его как сильнейшей политической фигуры на мировой арене. И именно его мудрая политика, она, безусловно, привлекает статистика определенных людей. И я бы, наверное, все-таки сказала, что, наверное, последние несколько лет эта статистика, она неумолимо поползла очень высоко вверх. То есть у нас есть все виды туризма, кроме моря? Кроме Я моря. вас правильно понял? Все верно. И тут вот 3 основные причины посетить Чеченскую Республику. Вот это мне больше всего понравилось. Ломали, я скажу так, что вот именно причины, по которым стоит посетить Чеченскую Республику, у нас есть отдельные ролики на эту тему, у нас есть отдельный раздаточный материал, в котором мы четко указываем 5 причин посетить Чеченскую Республику. Даже 5 причин? Да, 5 причин посетить регион. И вот на мой взгляд, как начальника отдела, я для себя вот часто задумываюсь, это вот действительно те объекты показа, которые стоят во главе наших вот этих маршрутов, да, то есть это замечательные мечети, это те же какие-то объекты, которые уникальны, в принципе, хотя бы из-за сроков их возведения. Но всегда, когда я задаюсь этим вопросом, обращаюсь к нашим уважаемым гостям, что сподвигло вас посетить регион, имея огромную возможность выбора даже на сегодняшний день, люди говорят о том, что в первую очередь, безусловно, это уникальность культуры чеченского народа, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что ту самобытность, те ценности, которые на сегодняшний день наш народ сумел сохранить, несмотря на то, что очень удобно при огромном уважении ко всем культурам, все-таки очень удобно списывать на влияние Запада, на то, что вот как-то вот уличное это первая влияние. Причина. Это первая причина, потому что в Чеченской Республике у нас все это сохранилось. И насколько бывает прискорбно наблюдать, когда наши гости, настолько их удивляет нормальное отношение людей друг к другу, когда человек может просто подойти, угостить мороженым, если это турист, когда таксисты с них денег не берут за того,
что они там куда-то их отвезли. То есть людей настолько стало удивлять простое человеческое отношение, которое для нас, для чеченцев, является частью нашей жизни и является таким вот, ну, нормой. Вторая причина. Вторая причина, почему стоит посетить наш регион, это потому, что в первую очередь то, что сами заявляют наши уважаемые гости, это, в принципе, самобытность той же архитектуры, это уникальность объектов, которые на сегодняшний день находятся в республике, это, безусловно, самые такие масштабные наши замечательные мечети, потому что именно скорость, которой они возводятся в первую очередь, это то, насколько вся эта красота привлекает людей. Безусловно, это очень такие большие, отдельные, даже до того, как мы успевали сформировать какой-то экскурсионный маршрут при появлении какого-то объекта, да, то уже сторонние фирмы, они настолько держат руку на пульсе, что уже у них сформирован бывает этот маршрут, и они звонят о том, что говорят, вот у нас по этому маршруту намечается выезд, такое количество людей, насколько вот есть доступность объекта и насколько он уже открыт. То есть буквально они опережают нас. Третья причина. Третья причина – это, безусловно, событийный туризм нашей республики, потому что те события, те мероприятия, которые у нас отмечаются в республике, они делаются с колоритом, с масштабом. Я, наверное, опять-таки при всей любви к своей такой большой, огромной стране, я не наблюдала, чтобы настолько с размахом, колоритно, от души отмечались и проводились какие-то мероприятия. Потому что именно событийный туризм нашей республики с 2015 года, с 2017 года, когда у нас начали греметь вот эти огромные гастрономические фестивали, иные какие-то мероприятия, они действительно стали таким триггером к тому, что появился такой, скажем так, туристический календарь, когда люди планируют свой отдых именно в Чеченской республике, потому что есть смысл посетить, поскольку больше нигде они вот такого концептуального, такого аутентичного мероприятия точно не увидят. Хорошо сказано. И мы продолжаем. Некоторые вопросы, они могут перекликаться между собой, но это не нарочно. Это не нарочно, это телезрители. Они же не знают, как мы будем отвечать. И наш второй вопрос. И звучит он так. Мне рассказывали друзья, что в последнее время Чеченская республика стала популярным направлением у туристов в России и зарубежье. Почему? Можете объяснить? Вопрос. Спрашиваю, потому что думаю, где отдохнуть летом. Опять вопрос. Чеченская республика у меня в приоритете. Вот так заканчивается. Прошу. Хороший вопрос, конечно. Ну, в первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что людям всегда интересно лично проверить, насколько страшен черт, как его малюют. Тут все-таки у нас есть, как я их называю, такие лохматые стереотипы еще у некоторых людей, которые не владеют информацией или, попросту говоря, на мой взгляд, ленятся ее раздобыть и, скажем так, владеть тем, что на самом-то деле происходит в республике. И, наверное, все-таки следует отметить тот факт, что та самая вот культура, самобытность нашего народа, она является таким, как я уже сказала, основным фактором того, что людей тянет на Кавказ, в принципе, в Чеченскую республику, если говорить в частности. И, конечно, уникальность нашей природы – этому тоже нужно отдать должное, но я бы все-таки, наверное, отвела отдельную категорию, и это, на мой взгляд, всегда должно стоять во главе угла, потому что если сравнить, допустим, давайте мы с вами обратимся к статистике, что когда в 2014 году только вот начались экскурсионные туристские потоки, когда мы наблюдали, то есть в этот момент у нас развивалось два направления. Это либо были огромные экскурсионные туры, когда огромной толпой большие толпы туристов приезжали, они держались друг за друга, либо же это были одиночники, которые не боялись рисковать как бы лично собственной жизнью, для них это был некий подвиг поехать в регион. То сейчас нужно отметить, что очень много россиян и не россиян выбирают для своего семейного отдыха Чеченскую республику. Это говорит в первую очередь о том, что доверие к региону возросло. Возросло в разы, и это говорит о том, что в первую очередь статистика. Потому что мы с вами можем наблюдать, когда выезжаешь куда-то в высокогорье, что в любой момент ты можешь увидеть такую картину, как автомобиль с семьей остановился, где-то они могут разбить пикник, где-то они просто фотографируются, дети, родители, и совершенно спокойно, то есть они чувствуют вот эту безопасность. Вот смотрите, наш телезритель спрашивает, Чеченская республика у него в приоритете. Вот где он может посмотреть, познакомиться? Есть ли какие-то сайты, вот чтобы я знаю, что у вас есть, я знаю, что вы хорошо работаете в этом направлении. А что ему посоветовали? Куда зайти? Что посмотреть?
Ну, в первую очередь, я бы, наверное, отметила, это наш такой уже ставший национальным такой туроператор «Визит Чечня», который с первых дней, в принципе, стоял у истоков возрождения туристской экскурсионной деятельности в республике. Это команда, которая работает, скажем так, без перерывов на отдых и даже на обед. То есть на сайте «Визит Чечня», www.visitchechnya.ru, есть вся подробная информация об актуальных предложениях, о каких-то акциях, об объектах к посещению. Там же можно увидеть информацию про наших экскурсоводов и подробно, скажем так, получить ту информацию, которая необходима для того, чтобы качественно запланировать свой отдых в регионе. Вот за это спасибо. Продолжаем. Можете рассказать о любимых местах гостей в Грозном и вообще в Чеченской Республике? Какие места пользуются спросом у туристов и почему? Какие места рекомендуется посетить путешественникам? Вот таких 3 вопроса в одном большом вопросе. Сложный вопрос. Очень сложный вопрос, потому Но, что извините. ну, мы легких целей не ставим. Но если говорить про Грозный, в принципе, сам город, как огромная такая агломерация для туриста, это, конечно, в принципе, какой-то некий один, скажем так, продукт, который он стремится увидеть, потому что город Феникс, как мы знаем, и, кстати, немногие знают, что в столь недалеком для таких масштабов 2003-м он признал Грозный самым разрушенным и опасным для жизни городом в мире со времен Второй мировой войны. А в 2007 году Грозный был награжден таким вот наградой за самое быстрое постконфликтное восстановление, в принципе, в истории человечества. То есть это не просто город. Это Вы рассказываете своим гостям? Безусловно. И вот это удивление в их глазах. И, конечно же, первое место я всегда отвожу, это наша замечательная мечеть с очень трепетным названием «Сердце Чечни». Это такое место невероятной силы. И отсюда начинается рассказ и знакомство с городом, когда мы рассказываем, чтобы построить такую мечеть, и чтобы, в принципе, можно было спокойно зайти и, в первую очередь, помолиться. К сожалению, у нас эти возможности появились не сразу, и нам это очень дорогого стоило. И знакомство с регионом. Безусловно, это, конечно, мемориальный комплекс, посвященный ратным подвигам имени Ахмата Хаджи Кадырова, Аллея Славы, для того, чтобы люди понимали, благодаря кому мы имеем то, что сейчас вот в республике, что мы созидаем, чтобы люди правильно расставляли приоритеты, потому что все-таки, и вынуждены это признать, все-таки есть среди наших гостей те люди, которые изначально бывают настроены немножко неправильно и предвзято. И, конечно, после такого знакомства, когда мы рассказываем историю этого легендарного человека, когда мы рассказываем, через что, в принципе, прошел чеченский народ, потому что иногда возникает такое впечатление, что люди начинают задавать вопросы, и ты понимаешь, что человек, в принципе, вы новости не смотрели или, в принципе, как-то пропустили. Это знакомо, кстати, для меня. Это да, к сожалению, это на сегодняшний день тоже присутствует. Хотя у нас век высоких технологий, казалось бы, зайти в любой гаджет и получить в любую информацию не составляет особого труда, там, в 2-3 клика, но, тем не менее, у нас есть определенные слои населения, которые ею не владеют. И, безусловно, вот эти вот, и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов, это, безусловно, уже ставший такой отдельной визитной карточкой, это проспект легендарного нашего соотечественного чародея танца, гражданина мира Махмуда Исамбаева, пешеходный проспект, безусловно. Вы меня простите, Дагмар, личный вопрос можно? Конечно. Вы еще сопровождаете группы туристические? Конечно. Это мое хобби, в принципе. Вы еще гидом работаете? Да. Я почему спрашиваю? Вас интересно слушать. Задумался один раз в какую-то группу войти, чтобы вас послушать и с вами пройтись по городу, вообще, по маршруту да, моя Чеченской Республики. личная история, вообще работа в туризме, она сейчас немножко отходя, скажем так, за рамки нашей передачи, следует отметить, что я и училась в туризме, и к своему стыду пошла туда нехотя, именно в 2001 году, но всю мою жизнь просто перевернула встречу с нашим первым президентом. Конечно, да, Алгазов Облдольдин, с Ахматом Хаджи Кадыром у нас была встреча студентов, и когда микрофон пошел гулять по залу, я набралась смелости и задала вопрос, насколько нужно, я учусь на туризм, как-то, нужно ли. И я помню его слова, когда он сказал, что я вам обещаю, что через 10 лет к нам будут приезжать люди и уезжать с неотвратимым желанием вернуться снова. Пророческие слова. Я пересдала все свои тройки и спустя 2 года выпустилась с красным дипломом. И ни секунды не жалею об этом. И каждый раз, когда я сопровождаю людей, огромные толпы, которые аплодируют в конце программы и говорят, что мне стыдно за то мнение, которое у меня было за ваш регион и за ваш героический народ,
народ, я понимаю, что он действительно в этот день сказал героические, такие пророческие слова, и ни секунды не жалею, что я послушалась и вот пошла по этой тропе. Поэтому Вы нашли себя. я очень Это я могу этому подтвердить. рада. Продолжаем. Можете рассказать о самом значительном достижении чеченского туризма и почему, а также чем отличается туристический мир Чеченской Республики от других регионов России? Конечно, я могу об этом сказать, потому что огромные вот эти выставки, где наш стенд выставляется, где мы презентуем возможности нашего региона, где в рамках этих выставок подписываются такие очень важные для нашего региона соглашения. И, в принципе, толпа народа, которая собирается вокруг стенда региона, она говорит сама за себя. То есть не приходится даже вот буквально в 2014-2015 году, это была первая, наверное, наша выставка в рамках ежегодной выставки туристской Интурмаркет в Москве. Позже, 2 дня спустя, это был такой, выставка была МИД, тоже очень важная, солидная выставка, очень такая вот для туризма значимая. Было очень обидно, когда люди подходили, спрашивали, а что за регион, мы говорили, что это Чеченская Республика, они спрашивали, а это что, в Польше? То есть вот это вот на самом деле, и у нас была такая цель, и для себя, наверное, каждый из моих коллег поставил такую цель, что мы сделаем так, что не нужно будет представляться. И, конечно, при поддержке, конечно, и при поддержке нашего мудрого главы, который все-таки делает все возможное и даже больше для того, чтобы все знали, кто мы, и нам есть на кого равняться, нам есть кем гордиться, и, безусловно, я думаю, что этот результат достигнут. Но у нас такая цель сейчас — 1 миллион людей в год. Вот, и мы вот к этой цели идем. Приближаемся? Конечно, обязательно, потому что мы нацелены Точно? на результат, а у нас как? 1 миллион в год. Звучит. Но каждый год плюс 30% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Я думаю, что мы легко одолеем этот барьер. Верим в это. Продолжаем. Простите меня, но хочется спросить вот о чем. Скоро мы хотим посетить Чеченскую Республику. Как избежать недоразумений во время поездки? Что нам нужно знать в первую очередь? Расскажите, пожалуйста, об этом. Одежда, привычки, общение и так далее. Уважаю чеченский народ. Не хотелось бы попасть в неудобное положение. Ну, тут по-другому написано, я чуть-чуть изменю концовку. Прошу. Всегда очень бывает приятно, когда люди перед планированием своего путешествия интересуются самобытностью и особенностью региона, потому что все-таки у нас такая культура, которая отличается от всего, к чему привыкли наши гости чаще всего. И для того, чтобы у людей не возникало каких-то недоразумений, каких-то казусных ситуаций, нами ведется огромная работа по, скажем так, доведению этой информации до потенциальных наших будущих гостей. Мы раздаем раздаточный материал с памяткой для туриста, где все это прописано. Но, тем не менее, к сожалению, невозможно достучаться или постучаться в двери каждого, скажем так, будущего туриста в республике. Вот. И до сих пор, конечно, проблема, она сохраняется. Это, в первую очередь, проблема внешнего вида наших гостей. И вот если говорить о том, что не следует или как себя вести, допустим, в противоположную сторону, я скажу о том, что, в первую очередь, наши гости должны знать о том, что, планируя свой отдых в Чеченскую Республику, лучше устроить себе некие такие детокс-дни, потому что Чеченская Республика — это тот регион, который ведет здоровый образ жизни. То есть алкогольная продукция у нас не реализуется в ресторанах, в кафе, в точках общественного питания, то есть с этим дела обстоят абсолютно трезво. Это первое. Второе, нужно понимать, что есть особенности чеченской культуры и менталитета, и мы говорим о том, что не следует там знакомиться, там протягивать руку с целью там поздороваться при знакомстве с противоположным полом. То есть вот такие особенности и особенности внешнего вида, потому что, почему я об этом говорю, поскольку, к сожалению, бывают такие моменты, когда именно фирма, которая везет в регион, она, прежде чем привести своих людей, своих клиентов в республику, не удосуживается узнать эти особенности, объявить их перед посадкой, и гостей, наверное, те, которые едут, скажем так, централизованно, абсолютно я их понимаю, потому что их вины в этом нет. То есть есть фирма, которая взяла на себя обязательство исполнения этого турпродукта. И
которая должна была Совершенно объяснить. верно, конечно. И приходится подходить, мы раздаем вот этот материал, мы раздаем эти памятки, вежливо подходим, просим, что наша культура это не позволяет. И тем более есть статья 7 32 федерального закона 26 ноября 1996 года об уважении культуры региона там, где гость находится. То есть, в первую очередь, это несоблюдение вот данной статьи. Но мы не пугаем наших гостей какими-то статьями, просто говорим о том, что вот... И не собираемся пугать. Конечно, для нас, в первую очередь, я всегда говорю, что для чеченцев гостеприимство это всегда было верхом нашей культуры, а не способом заработать. В первую очередь нужно думать и помнить об этом. И как-то эта работа ведется. Вот поэтому, конечно, в первую очередь мой призыв внешний вид и, конечно же, вот такие для себя детокс-дни совместить, допустим, с той же привычкой бросить курить, например. Почему бы нет? Правильно. Я с вами согласен. Продолжаем. Какой самый экстремальный и сложный туризм из наземных видов в Чеченской Республике есть? Что можете предложить? И как в Чеченской Республике с туристической инфраструктурой? Где можно остановиться и насколько это дорого? Тоже важный вопрос. Конечно, все-таки средний чек туриста – это такая неотъемлемая часть нашей работы, в принципе, особенности туризма. Но в первую очередь, если говорить о самом экстремальном, ну, я считаю, что более экстремального, чем джипинг в республике на сегодняшний день, мы не предлагаем. Да, у нас есть возможность, допустим, предлагать те же прыжки с тарзанки, там еще какие-то виды, но мы это не практикуем, потому что в первую очередь, наверное, потому что мы боимся какой-то отрицательной статистики, нам это ни к чему. И если бы это была единственная возможность как-то презентовать свой регион, не имея каких-то других красот, наверное, может быть, мы к этому прибегли бы, но у нас нет в этом необходимости. Поэтому джип-туры, у нас наш живописный Галанчожский район, который занимает такая поездка около 12 часов, это живописный Нажиюртовский район. В принципе, у нас все наши горные районы, они нам позволяют именно развивать вот это направление. И действительно, для многих, которые устали от такого урбана, которые хотят действительно отдохнуть головой, это такой хороший выезд, и тем более мы практикуем такие выезды практически через выходные, особенно в сезон, когда все желающие могут совершенно бесплатно присоединиться к этой огромной толпе желающих узнать свою родину поближе, тех же наших гостей, тем более и пешие походы. Почему бы тут нет? я могу подтвердить насчет джип-туров. Да. Это экстремал высшего класса. Это действительно, да. очень Я бывал. захватывает. Хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и у нас последних 2 вопроса. Мы успеваем. Вот такой домашний такой вопрос. Ну, слушайте. Хотим взять с собой любимую собаку. Какие трудности нас ждут? Слышали, что в Чеченской Республике плохо относятся к собакам. Так и такой вопрос, который нас интересует. Можно ли с собой взять палатку и ночевать в ней? Ну, вот это возвращаясь к тому, что мы говорили, насколько есть люди, которые не владеют информацией. И Ну что тут самая поделаешь? такая Вопрос есть, да. на него надо отвечать. Ну, в первую очередь, я бы хотела сказать о том, и все-таки, ну, прокомментируем, раз уж задали, какое отношение к животным в нашей Милый культуре мы вопрос. с вами знаем, да, нам не важно собака, там, кошка и так далее, наша религия, в первую очередь, нам не позволяет относиться плохо. Но касательно размещения с собаками, мы с вами знаем, что... Конечно же, у нас в республике очень большое количество коллективных средств размещения, их свыше 45. Все они предлагают самые разные категории удобств. При этом, если говорить, насколько это позволительно в плане экономического составляющего, то это в среднем размещение в двухместном номере в черте Грозного составляет от 4500 рублей. На двоих, это включая завтраки. Я думаю, что это очень приземленная цена. Она конкурентоспособная да, по территории Кавказа, потому что мы мониторим вот ценовую политику в среднем, чтобы мы попадали с нашими соседними регионами. То есть с этим у нас все в порядке. Теперь касательно размещения с собаками. При всей нашей любви к нашим братьям меньшим, при всем том, что мы трепетно относимся и уважаем, но ввиду особенностей религии, в особенности культуры, размещение с собаками у нас в номерах, к сожалению, не предусмотрено. Поэтому я думаю, что неплохо будет оставить своего питомца, тем более есть гостиницы для собак, для наших питомцев. Ну а если в палатках? Ну а если в палатках, то можно, пожалуйста, да, в палатках? конечно.
Так что размещение в палатках, где бы это ни было, самый отдаленный участок горный нашей республики, мы с вами знаем и можем гарантировать, что это абсолютно безопасно. Я могу только по-хорошему позавидовать этим людям, потому что они для себя откроют невероятную красоту наших рассветов и закатов, увидят настолько самобытно все это, и мы будем рады видеть и с собакой тоже, если это в палатке. И последний вопрос. Что вы можете предложить детям? Продолжаем. И, пожалуйста, подскажите турфирму, которая сможет организовать отдых по направлению Чеченская Республика. Ну, детям, мне кажется, в этой республике иногда у меня возникает такое впечатление, что все в этой республике делается для детей. Потому что так много всего. Хорошо сказали. Хорошо сказали. Я вот честно, я иногда про себя думаю, что я ребенок, я застала Советский Союз, но вот такого счастливого детства, чтобы, ну, обычно все же хвалят, вот как было. Я вот иногда завидую вот этим детям, которые сегодня имеют возможность увидеть и развиваться всецело. Той же молодежи, которая имеет возможность развиваться всецело, потому что есть все к этому условия. И если говорить про детский туризм, есть отдельные направления, даже именно детские, какие-то профориентационные какие-то у нас есть туры. И ну, замечательный наш аквапарк, который не имеет аналогов, дельфинарий, который не имеет аналогов на юге страны. Это контактный зоопарк, там же на территории этого комплекса. Это огромный совершенно аквапарк на территории Грозненского водохранилища. То есть в Гудермесе, в Грозном многочисленные там аттракционы, вот эти парки. И причем, если провести какой-то сравнительный анализ с определенными регионами, цены у нас абсолютно демократичные такие вот. Поэтому я могу сказать, что человек просто приедет с ребенком, и он сможет точно заполнить свой день, чтобы ребенка отвести вот такое большое разнообразие инфраструктуры в плане развития именно материнства и детства, что с этим у нас точно проблем нет. И точно сейчас последний вопрос, но вопрос от меня. А как бы вы, точнее, что бы вы посоветовали нашим гостям и туристам, когда им приезжать в Чеченскую Республику, зимой или летом? Субъективный вопрос, конечно. И все-таки. Но я больше люблю в нашей республике, поскольку я, в принципе, люблю горы, я больше люблю именно летний период, когда можно выехать в горы, и температура, и возможность побыть, и длительность светового времени позволяет именно отдохнуть в полной мере, если ты не планируешь ночевать в горах. С точки зрения тех, кто любит именно походы в зимний период, все-таки у людей биоритмы разные, какие-то, скажем так, да, особенности. Конечно, у нас в республике такого понятия, как не сезон, именно с точки зрения профессионального туризма, у нас такого понятия нет. То есть у нас есть все ресурсы для того, чтобы развивать это направление, скажем так, круглый год. И в плане инфраструктуры, и в плане природных особенностей. Поэтому приезжайте круглый год. В любое время мы будем рады вас видеть, конечно. Спасибо. Спасибо, что ответили на мои вопросы, на вопросы наших телезрителей и высказали свое мнение. Удачи! Итак, дорогие друзья, на этом сегодня все. Вы сами все слышали. Это были 10 вопросов от вас, от наших телезрителей, на которые вы получили ответы. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства Чеченской Республики по туризму Дагмара Исакова. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.